Всем привет, ребят! Меня зовут Элима Илчиева, и сегодня я на передаче Мукбанг по-кыргызски. Сегодня мы будем пробовать корейское барбекю, BBQ, как можно еще говорить. Мы будем пробовать тангшин, это получается говяжья нарезка. Ну и тут, если вы видите, много салатов, много всего интересного. Сейчас это приготовлюсь. Готово. Сейчас мы ждем, пока эта плитка разогреется. Вот эта вот труба, это получается, как сказать, она всасывает весь дым, как можно сказать. Тут еще видно, такие маленькие угли разлетаются, они это все всасывают, поэтому это безопасно, можно спокойно сидеть. После же мы возьмем мясо и будем здесь жарить. На самом деле, я очень люблю корейские блюда, корейскую кухню. Я, получается, ездила в Корею на полгода, если кто-то знал, если кто-то не знал. Получается, одно из самых любимых блюд, которые я полюбила, это есть барбекю. Мне очень приятно то, что меня позвали именно в тот момент, когда сегодня у нас такое блюдо, которое я очень сильно люблю. Спасибо большое. Так что я буду есть в полном удовольствии, можно так сказать. Что еще рассказать? Корейская кухня, не знаю, после прилета обратно в Кыргызстан я очень тосковала, можно так сказать. Но не знаю, у нас оказалось очень много корейских разных ресторанов, так что очень прикольно то, что можно прийти, попробовать, насладиться этой кухней. Это реально очень вкусно. Вот, что бы еще можно сказать. Я ездила на полгода в Корею, училась там в корейском университете, но обучение проходило на английском языке. По подлету туда у меня был такой, так сказать, корейский бадди. Это как, не куратор, но что-то типа помощника. Получается, каждому корейскому студенту был закреплен один иностранец. Он нам помогал со всеми документами. Первые дни, какие у нас вопросы были, нам помогали. Было очень прикольно. Но на самом деле корейский народ, мне кажется, очень таким скромным, чуть-чуть даже зажатым. Но было очень приятно познакомиться с этими ребятами. Очень много с корейскими ребятами мы учились. Один раз даже на уроке у нас был корейский преподаватель, урок был рекламы. Получается, он нам как раз рассказывал тоже об этой передаче Мукбанг, как люди... Он не понимал, почему это так интересно. Все просто сидят, кушают, но это очень интересно для многих корейцев. Им интересно наблюдать, как другие люди кушают. Конечно, я не ожидала, что я окажусь на такой передаче. Думаю, будет интересно. Еще что сказать. Во время мукбанга, это нормально чавкать. Если ты чавкаешь, это означает то, что тебе нравится эта еда. То, что, не знаю, ты оказываешь не благодарение даже, ты не благодаришь, но ты выказываешь уважение. Вот. Думаю, надеюсь, никто ничего не будет говорить, если я буду чавкать, что сейчас мы скоро начнем, так как тут все разогревается. Мне помогут вместе пожарить мясо, так что тут хочется ждать. Это огромный кусок. Я, конечно, такие не ела в Корее, но прикольно. Если кому-то покажется это странным, но на самом деле в корейской культуре, когда они, например, кушают барбекю, они режут мясо ножницами. Это, конечно, странно, но когда я приехала в Корею, то мне это тоже было интересно.
вроде как странно, но после этого ты привыкаешь, начинаешь привыкать ко всей этой культуре. И на самом деле пользоваться ножницами оказалось очень удобно. Вот. Нарезать, чтобы она лучше прожарилась. Если кто-то подумает, что ну, там, корейцы кушают свинину, да, они кушают, но сегодня мы кушаем говяжью нарезку, выглядит круто и запах очень классный. Мне кажется, это блюдо, именно барбекю, одно из самых визиток Кореи на самом деле, потому что многие люди приезжают сюда и попробовать. И есть еще одно другое блюдо, которое готовят так же, как и здесь. Это называется вроде такальби, но там жарят курицу. Вот. Она пожарилась. Подожди. Ладно, я попробую один кусок. То, что вы видите здесь, можно использовать вместе, можно кушать вместе с мясом. Получается салаты, вот эти все приправы, то, что все тут видите. Например, вот эти салаты вы можете взять вот так вот, нарезать мясо, положить сюда, добавить разные другие салаты. И должно получиться вкусно. Первый раз, когда я была в Корее, я попробую именно так. Я не знаю, пожарилась. Она выключена. Она опустила вниз. Вот. Сейчас я нарежу мясо. Положу его сюда. Ладно, посмотрим. Надеюсь, она пожарилась. Я вот не знаю, как пробовать. Я особо не люблю много салатов пробовать. Вроде бы оно получилось очень ничего, я не знаю, я думаю, его не пробовала. Очень вкусно. Я, наверное, беру, чтобы она не сгорела лучше. Палочку. Насчет корейской культуры, насчет корейских сериалов. Если честно, я не такой кей-попер, но я дарамщица, наверное, можно так сказать. С давних времен, мне кажется, как все
девочки любили смотреть «Цветочки, вкусы, ягоды», разные другие сериалы. Я тоже была в том же числе. Сейчас, стоп. Да, наверное, эти сериалы смотрели все. Из всех сериалов, то, что я смотрела из корейских, мне очень понравились. Мне очень понравился один сериал, я не знаю, вы видели его или нет. Он называется «Алые сердца Кореи». Это, наверное, мой топ-1 сериал, который я просто обожаю. Так, сейчас, ладно. Короче, я буду пробовать внимание. Получается, мясо положим сюда в этот соус. Я точно не знаю, из чего он, но он должен быть вкусный. Как я знаю. Потом ложим его сюда на салат. Если вы любите что-то из этого, вы можете добавить. Вы можете добавить чеснок. И вот так вот все вместе. Масло очень вкусное. Очень вкусно. Ну, честно, как Корея. Ну, это и есть корейская кухня. Не думала, что тут будет такой же вкус, как в Корее. В принципе, можно и так тоже кушать. Но если вы вместе покушаете с рисом, обычно мы вместе с рисом ели это мясо, ложили также соус, потом на рис и вместе с рисом вот также делали его. Очень вкусно. И если вы пойдете в Корею, в некоторых кафешках, где готовят BBQ, можете заметить то, что есть вот такое отдельное еще отделение. Мы возле университета ходили пробовать. Там, получается, заливалось яйцо, получается, сболтанное. Его вбалтывали, заливали, и оно вместе, получается, жарилось с мясом. Ты мог его есть тоже. Это было очень вкусно. Надо что-то еще. Если вы смотрите и видите вот эти 4 бутылочки. Вот, например, кто знает, это корейская водка, если это правильно сказать. Не такая, как наша, она не 40%, она всего вроде бы сейчас 17% алкоголя. Она идет обычная, без вкуса. Вот здесь, получается, есть с виноградным, тут у нас еще другой вкус, вроде бы вишня, да? Да, вроде бы вишня. Но через день мне, конечно, ездили цены, но не буду. Но на самом деле, если вы заметите, если вы поедете в Корею, вы увидите то, что курицу там кушают вместе с пивом, а вот как раз таки BBQ, корейское BBQ, пробуют сожу. Не знаю почему, но в основном везде были такие. Ну, я видела то, что ребята кушают так, например, не знаю, какие-то определенные сеты были. И они так
вместе ели, пробовали. Ну, на самом деле, оно вкусное. Мои родители попробовали, оценили, так что было неплохо. Как они сказали. Я села только половину, чуть-чуть поторопиться. То, что мне нравится в корейской кухне, это, наверное, то, что ты кушаешь мясо, но в то же время у тебя очень много салатов, очень много зелени, овощей. И, не знаю, мне кажется, это очень круто. Когда я была в Корее, я достаточно много ела. Намного больше, чем тут. Но, как сказать, после еды я не чувствовала такую тяжесть, например, как я тут чувствую ее после, например, поедания лагмана или что-то, чего-то либо еще. Ну, конечно, за Корею я поправилась. Не буду спорить, вы можете увидеть это по моим щекам. Так что, да. Но там я питалась 3 раза в неделю, 3 раза в день. Тут же питалась до поездки в Корею. 1-2 раза мне этого хватало. За это, мне кажется, я только не набирала, но как я поехала в Корею, я начала кушать нормально, как нормальный человек, 3 раза в неделю. Ой, Алина, 3 раза в день. Я поправилась. Ну, ладно, скоро пойду в зал. Так, ладно. Я, конечно, не люблю корейц, но вы можете его положить сюда вместе, пожарить с мясом. Это должно быть очень вкусно. Например, тут, это знаю, это какой-то соус, его кушают тоже вместе с барбекю. Если я попробую. Вот это вот я не знаю, что это тоже какой-то другой перец. Это, как я знаю, вроде бы что-то типа кимчи, но это белое кимчи, что ли. Вкусно. Так, мне еще чуть-чуть осталось. Я случайно не поела с утра, но мне кажется, я скоро наем. Для мяса получилось красное. Окей. Я буду жарить дальше. Не знаю, любите ли вы шампиньоны, но они очень вкусно получаются у мяса. В этот раз я надеюсь, мне кажется, в этом выпуске мы чуть-чуть это вроде сколько только соблюдать просто едем. Так. Ну, надеюсь, после этого выпуска будет у нас жарить жареное BBQ.
Я, конечно, не супермастер, но нарезаем мясо, просто кладем и смотрим, куда оно приготовится. Можно положить. Кстати, когда мы ездили в Корею, мы встретили очень много кыргызских студентов, учащихся там. Один раз даже наше посольство там в Корее пригласило всех студентов на, так сказать, такой ужин, где мы болтали, рассказывали, где кто учится, делились своим опытом, кто чем занимается. Не знаю, потом после этой встречи мы делились какой-то информацией с посольством для улучшения работы. Нам приготовили плов, мы общались с послом, общались друг с другом. Кстати, в тот день я очень много подружилась с ребятами, другими кыргызами, которых не знала, которые учатся там. Было очень весело, было приятно, что посольство заботится о нас. Было приятно, так как на тот момент мы долго не ели нашу родную еду. Было, так сказать, такое, не знаю, удовлетворение, что ли, когда мы попробовали плов, не знаю, мы очень скучали по этой еде. Я находилась где-то полгода в Корее. Конечно, было классно попробовать что-то новое, другую еду, другую культуру, пожить там, да, одной, например. Но все равно в какой-то момент ты начинаешь скучать по еде, по семье, конечно, по друзьям, по местам, по Кыргызстану вообще в общем. Вот. Когда я была в Корее, кстати, в Корее я была 3 раза. Первый раз я ездила туда нас пригласили, получается, одно из, как правильно сказать, сообществ кыргызских на концерт 21 марта, получается. Приехали я, Нурбек, мы выступили для кыргызов, познакомились с очень многими, не знаю, прекрасными людьми, с которыми до сих пор общаюсь. Потом во второй раз, когда я приехала на свадьбу к другу. Это была первая корейская свадьба, которую я посетила. Было интересно увидеть их культуру, какие-то их нюансы. Но на самом деле то, что было прикольно, их свадьбы длятся всего 2 часа, наверное, максимум. Для нашей свадьбы это, наверное, будет шоком. Так как я знаю, то, что у нас есть процедура, как регистрацию отдельно, на свадьбу, у нас есть гулянка, у нас есть отдельная регистрация, у нас отдельно есть еще что-то. А там всего пару часов, и все. Все расходятся, все счастливы. Например, когда я была, у нас вот была церемония, потом мы все покушали такой буфет, можно сказать, положили. Там было очень много еды корейской. Мы все попробовали, покушали, поздравили молодожен. И все. На этом вся свадьба закончилась. Но на следующий день у нас была такая вечеринка от молодожен, именно для друзей. И было прикольно. Было очень много корейцев. В тот вечер мы завели знакомство. Было прикольно, потому что в следующий раз, когда приехала, 3-й раз, когда приехала, я поехала учиться на полгода. И в тот момент я как раз таки с
встречала тех ребят, тех корейцев, с кем я познакомилась. Было очень прикольно, на самом деле. Так, короче, не так много времени, но наиболее долго есть. Очень приятно. Вроде бы. Сюда лучше. Нет, это не поместится. И еще, то, что я вспомнила, когда вы идете в кафешке, например, в Корею, вы не платите за обслуживание, вы не платите за салаты, и вы не платите за воду, то, что было очень интересно. Но, конечно, цены на сами блюда, они достаточно такие нормальные, потому что когда первый раз мы приехали, я увидела цены, и такая, блин, типа, вот, это отдельное блюдо, потом уже воду заказывать, там, купить что-то, потом еще обслуживание, по-моему, выйдет очень дорого. Но потом, когда нам приносили счет, там была цена только за блюдо, которое мы оплатили. Например, вот эти вот все салаты, какие-то дополнительные вещи, вода, обслуживание, все было бесплатно. Это, конечно, прикольно для наших, это было бы тоже шоком. Перед тем, как сюда пришла, мы начали передачу, я сказала себе, то, что я съем это все. Надеюсь, я съем. Мне больше большой кусок не съем. В корейской культуре не вспомнила, есть один напиток, он называется макколи. Первый раз, когда я его попробовала, он был такой же белый, такой немного, не такой густой, но такой немного густоватый и похож на вкус, он был как кумыс, как бозо. Если вы туда поедете, я помню, пробовала этот макколи в банановом вкусе. Он был просто офигенный, он был очень вкусный. Там есть очень много разных макколи. Например, есть просто какой-то обычный, есть с какими-то определенными вкусами. Но вот именно банановый макколи, который я пробовала, это было что-то вау. Например, если вы попробуете бозо с банановым вкусом,
Не знаю, было очень прикольно на самом деле. Иногда, когда мы скучали, например, по нашей еде, мы могли взять на поле и представлять, что это кумыс или базон. Вот. Если вы найдете где-нибудь в Бишкеке или поедете в Корею, тоже я советую обязательно попробовать его. Остались буквально 2 куска. Наверное, это я уже не съем. Но это нужно смог есть. И, конечно, сегодня не самую удачную футболку выбрала в белом цвете. Ну, надеюсь, я не испачкаюсь. Сейчас наберу. Я просто сделаю это. Если вы не подписаны на канал 999 Show, обязательно подписывайтесь. В следующий раз, с каждым разом много людей будут приходить, также пробовать, также снимать для вас разные видео. Так что, если вам интересно, обязательно подписывайтесь на их Инстаграм и на их YouTube канал. Ну, я даже ем. Это, конечно, очень странно, но прикольно есть на камеру. Надеюсь, я не так страшно ем. Наша очень вкусная. У нас не осталось буквально кусочек. Это, конечно, выглядит странно, заворачивать мясо в саар, но так едят как и в Корее, как и в других, в принципе, странах, в которых я была, именно в корейских барбекю местах. Но это достаточно вкусно. Это очень жарко. Сейчас. У меня даже голова разболелась. Слишком много съела. Кошмар. Последний.
Сейчас. Еще чуть-чуть. И я успеваю время. Что бы вам еще рассказать? Корейская культура, она, корейский язык не так давно был, как сказать, изначально корейцы разговаривали на китайском языке. После же один из царей, императоров, да как это правильно сказать, он придумал свой алфавит. После этого они начали использовать свой корейский язык. На самом деле, давно-давно, если вы поедете в Корею и посмотрите на здания, которые были построены очень давно, там везде будут именно китайские названия. Вначале я, конечно, не понимала, но почему. Потом, когда углубилась в историю, почитала, начала сама изучать корейский язык, да, и узнала об этом. Я, наверное, единственная девушка, кто сегодня кто в этой передаче пришел, естественно. Я, конечно, это не съем, но основное блюдо, то, что было красиво. Все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам. Я Има Эльчива. Всем пока. Подписывайтесь на канал.